Здравствуйте, очень рада видеть вас на нашем стенде. Ну, наверное, уже многие знают про компанию Хесен. Компания Хесен – это российский производитель, все для охоты и для рыбалки. У нас свое производство одежды, свое производство обуви. Также мы сами изготавливаем всю галантерею. Это тубусы, чехлы рыболовные, чехлы ружейные. То есть у нас очень еще есть качественная кожгалантерея, потому что, наверное, не все знают, что кроме одежды у нас есть еще супер-супер красивая галантерея. Скажите, пожалуйста, вот я давно ношу ваши костюмы, мне очень все нравится, но вот по условиям Якутии хотелось бы вот более утепленное что-то такое еще. Для настоящих там 60 градусных морозов. Что у вас новинки какие появились? Да, конечно, у нас, к сожалению, некоторые недовольны были тем, что у нас облегченные костюмы. Ну, вообще наша компания уже много лет одевает спортсменов, именно спортсменов по рыбной ловле. Поэтому костюмы, как наши спортсмены просят, облегченные. На самом деле намного удобнее вам утеплиться. То есть если соблюдать послойную концепцию, ту, которую мы рекомендуем, а у нас у компании очень много роликов, которые мы снимали именно как нужно правильно одеваться. И соблюдая послойную концепцию, в наших костюмах вы не замерзнете. Но по многим просьбам в этом сезоне мы обновили наши охотничьи костюмы и рыболовные, сделали их более теплые. Например, костюм Rescue 5. Наверное, все уже про него, многие видели. Многие спортсмены у нас в этих костюмах Rescue 5, мы его обновили. Будет у нас более теплый, то есть добавили утеплителя. Модель осталась прежняя, Rescue 5. Это костюм поплавок. Это страховочный костюм, не спасательный, пожалуйста, не путайте. Костюм следующий, это костюм Энгле, шаман. По этому костюму мы ничего не меняли, потому что костюм, в принципе, мы получали только хорошие отзывы. Всем он нравился, поэтому Энгле, костюм поплавок, остался у нас прежним. Но мы презентуем его на этой выставке, потому что это наш флагманский костюм Энгле. Есть на минус 20 и есть на минус 40, то есть 2 температурных режима. Можно выбрать. Также, наверное, нам нужно будет пройти подальше. Вот, там еще следующий костюм. Это костюм для охоты, трекер. Тоже пока мимо идем. Я сам тоже занимаюсь охотой гусиной, да. Тоже расскажу. Трекер – это целая линейка костюмов для охоты. Есть от 0 до минуса 25 градусов. И все они отличаются утеплителем, конечно же, но и также исполнением. Допустим, если мы говорим про трекер от 0 до минуса 15, то он идет из ткани Канада, так называемой, и ткани усиления из кевлар. Кевлар – это ткань, где есть специальные нити кевларовые, и они тем самым увеличивают износостойкость самой ткани. Поэтому мы кевлар ставим в тех местах, которые более такие подлежат износу наибольшему. И костюм-трекеры у нас выполнены из камуфлированных тканей. Камуфляж в коллекции «Шаман» – это эксклюзивный камуфляж, который компания Хесен очень долгое время разрабатывала. То есть камуфляж под разную местность. Есть для зимний камуфляж, есть осенний камуфляж. То есть под разные сезоны, под разные местности. Я уж не буду тут подробно. Чем отличается... То есть это шаман, трекер шаман. Я, конечно, не рассказала, не начала с того, что у компании Хесен есть 3 линейки. Это бюджетная линейка, светобор называется. Потом средний сегмент – это Хесен, и премиальный сегмент – это шаман. Вот как раз костюм трекер относится к шаман. Шаман отличается тем, что ткани идут с показателем мембраны повыше, чем у остальной линейки. Ткани более прочные, ткани более износостойкие. И сама технология производства изделий шаман, одежды, галантерея, то есть тубусы, чехлы рыболовные, она другая, то есть более сложная технология. Оттуда и складывается цена. Вот. Пройдем дальше.
Дальше расскажу, это трекер. Остановимся здесь, это тоже костюм-трекер, но уже рассчитан до минуса 25. Он уже выполнен из абсолютно бесшумной ткани, олова, потому что в мороз любая ткань начинает немножко хрустеть, шуметь, а олово, до сих пор, наверное, это идеальная ткань для того, чтобы, оставаться тихим охотником. Это мембранная ткань, показатели мембраны 10×20, то есть этот костюм рассчитан на ходовую охоту. И здесь важны именно показатели паропроницаемости, поэтому второй показатель 20 тысяч, он у нас как бы завышенный в этом костюме. То есть он хорошо дышит. Костюм теплый, полностью проклеен изнутри. Вообще у нас все костюмы, кстати, компания ХСН отличается от многих производителей, то, что наши мембранные костюмы все абсолютно проклеены изнутри. Потому что многие просто шьют костюм, да, вот мембрана, но не делают самое важное, не проклеивают каждый шов. Потому что если мы шьем из мембраны, да, костюмы, мы дырявим, а это же пленочка. Поэтому вся вода будет проходить через вот эти все швы. И очень важно, чтобы костюм был полностью проклеен изнутри. Более того, мы проклеиваем полностью, видите, карманы и снаружи. То есть этим самым карманы становятся герметичными. То есть если вы попадете даже под, я не знаю, под сильный дождь зимой, а он бывает, вы не промокнете. Вот здесь высокий полукомбинезон, теплый полукомбинезон. Вот, юбка обязательно. И, как я говорила, что в серии «Шаман» мы используем премиальную ткань. Допустим, подклад Keep-Heat здесь используем. Этот подклад отличается тем, что он сохраняет тепло внутри за счет отражения внутреннего тепла. И он сохраняет тепло до 5 градусов выше, чем обычная подкладочная ткань. Плюс, это как, знаешь, это как, раскрученный бренд у Columbia Omni-Heat, да, вот. А чем лучше Omni-Heat, то, что, конечно, так это мне нельзя говорить, но тем не менее, это не будет осыпаться. То есть этот подклад будет долгое время служить. Здесь есть специальная сетка, которая защищает эту серебрянку. Поэтому очень износостойкая ткань, подклад. Вот, такие вот вещи, наверное, вы знаете, да, это для рации, петлички. Вот, что еще здесь интересного? Конечно, мы в наших мембранных костюмах используем вентиляцию. Вентиляция даже есть, видите, в таких местах, паховых местах, потому что, чтобы вы, садились в машину, и нужно расстегивать обязательно вот эту вентиляцию, чтобы у вас там, все-таки мембрана, она не может прям моментально выводить влагу, да, излишнюю, и ей нужна какая-то приточка, вентиляция, поэтому нужно это все расстегивать. И если вы тоже быстро ходите зимой, весной, осенью, в любое время в мембранном костюме, всегда пользуйтесь вентиляцией, она есть еще и под мышкой. Вот в этих местах нужно расстегиваться полностью. Вот, поэтому, кстати, это очень важное условие для мембраны. Иногда нужно все-таки выводить пар. Вот. Что здесь еще интересного? И во многих костюмах, наверное, видели, у нас здесь идет спереди молния. Для чего она? В коллекции ХСН есть патронташи, которые вы можете пристегивать к костюму. Это очень удобно. То есть он у вас не висит здесь, а он пристегнут к костюму, и все, он у вас не мешает, и вы пользуетесь им. И также сигнальные жилеты у нас есть в линейке, которые тоже можно пристегнуть. То есть и у вас доступ ко внутренним карманам всегда есть. Вам не надо сначала сигнальный жилет снять, потом уже куртку расстегнуть. Тут в этом плане очень удобно. Поэтому можете использовать, можете не использовать, это уже будет ваш выбор, но такое технологичное решение мы предлагаем. Вот это удобно. Это костюм-трекер на минус 25, зима. Следующий костюм — это как раз наш утепленный костюм. По многим просьбам наших ребят, наших покупателей любимых, мы создали более утепленный костюм. Это будет уже Rescue 8. Кстати, сейчас это модель Арктика 8. Вот мы видим Арктика 8. И также будет у нас Rescue 8. Rescue — это у нас серия костюмов-поплавков. То есть это будет одна и та же модель, но Rescue будет у нас поплавком, а Арктика, то есть модель одна и та же, дизайн один и тот же. Это не поплавок. То есть у покупателя есть выбор. Да, ему понравился костюм, но мне не нужен поплавок, да, я не пользуюсь. Он себе может выбрать Арктику. Понравился дизайн, он может себе, нужен поплавок, он выбирает
Rescue, то есть тут как бы у нас вот увеличена в этом плане линейка. Вот, это новый костюм Arctic 8, еще раз говорю, более утепленный, рассчитан до минуса 45. А сейчас мы тоже так создали линейку, удобную для всех, так как, еще раз говорю, мы одеваем спортсменов, поэтому у нас будет в линейке костюмы спорт и комфорт. То есть будет костюм тот же самый поплавок Rescue спорт, то есть это для спортсменов, для ребят, которые активно двигаются на рыбалке и которые все-таки, предпочитают правильно одеваться, то есть используют все слои, да, вот, и тем самым он так, в принципе, увеличивает температурный режим, да, вот, это будет линейка спорт. И линейка комфорт, кому все-таки хочется, более теплые костюмы, то есть кому-то не хочется одеваться под низ, все, он будет потеплее, комфортом. Но, ребят, сразу говорю, серия комфорт, это будут все-таки более такие полненькие, не такие, как вы хотите, костюмчики по фигуре, они будут более объемные, потому что там побольше утеплителя, вот. Поэтому это у нас все в будущем, пока на сайте в линейке такого нет, это наше будущее, которое вот я вам рассказываю здесь на выставке, то есть комфорт и спорт. Ну что еще интересного? Хотела бы показать обувь, потому что вот все, одежда, но у нас есть роскошная обувь. У нас появились новинки, это костюмы, которые без утеплителя, так называемые шкурки. Но шкурки мы сделали все-таки с подкладом, с такой сеточкой. То есть это дождевик, это ветрозащитный костюм. То есть у нас нет отдельных курток, это целый костюм. То есть вот такой мембранный костюм, полностью проклеен. Мембрана здесь 15×10, то есть 15 это показатель водоупорности. Вот таких вот два костюмчика. Вот. Эта моделька посложнее. Одна из них будет стоить где-то примерно 22 тысячи, другая будет 16-17 тысяч. Это целый костюм, мембранный, полностью проклеенный, дождевик. Мы так называем условно дождевик. Вот, хотя нужно понимать, да, мембранный костюм, если вы хотите, чтобы он все-таки дышал у вас и вам было комфортно, ливень он долго не будет держать. Вот такой костюм где-то ливень выдержит 2-3 часа. Вот. Дальше уже вы будете чувствовать такую сырость внутри. Поэтому, если вы хотите не промокнуть полностью, то только пакет. Только пакет. Вот. И, конечно же, да, вот не могу не показать. Хотела обувь, но я не могу остановиться. Очень много костюмов у нас. Вот. Это наш флагманский костюм в линейке «Шаман». Называется «Энгле». И в этом костюме у нас многие ребята, спортсмены, достигали очень даже серьезных результатов, который помогал, делали того, чтобы все было комфортно. Вот. По крайней мере, мне так говорили, что им было очень хорошо. Костюм «Энгле» – это ветрозащитный, влагозащитный костюм. Вот, он без утеплителя. Вот, здесь у него в качестве подклада есть сеточка такая, вот такой костюм симпатичный, полностью проклеен, что еще не сказала. Комбинезон. Хочу его показать, достать все-таки. А то только куртки вам показываю, а верх не показываю. Так, тут закрутилось. Все, сейчас, секундочку. Такой костюм Володя Рыбкин. Вот он у меня приклеился. Вот, то есть вот такой вот высокий комбинезон, полностью влагозащитный комбинезон, полностью проклеен изнутри. Вот, и каждая молния проклеена. Вот называется костюм «Энгле», это линейка «Шаман». Это уже серьезно. Да. Кстати, в наших костюмах очень много светоотражающих элементов, кантов. Потому что, да, это понятно, должно быть в костюме-поплавке, но мы используем везде, потому что, все-таки рыбака должен видеть издалека. Вот. Да. Что еще? Это для охоты у нас серия, это у нас ХСН серия из мембранной ткани Исландия. Кстати, у нас очень, да, наверное, ты знаешь, очень широкая линейка костюмов «Сталкер». Они у нас самые такие продаваемые костюмы, идут от минуса 5 до минуса 15, вот серия «Сталкер». Это, можно сказать, что
ну, бюджетные, я бы сказала, костюмы, потому что для такого качества, с такими показателями мембраны, там 10 на 10, полностью проклеенные, цена очень даже приемлемая, очень приемлемая. Кстати, я приготовила подарок. Я же не просто так, да. Вот. Компания ХСН дарит тебе костюмчик. Спасибо. Я думаю, что костюмчик будет сидеть, очень хорошо сидеть. Это мембранный. Так, сейчас скажу, я уже забыла. Вот, до минуса 15. И еще вот то, что мы пишем на минус 15, это не значит, что как бы тебе... Это предельная цифра, то есть это цифра экстрим. Поэтому, чтобы тебе было минус 15 комфортно, не забывай надеть первый и второй слой. Тогда тебе будет очень хорошо. Костюм Discovery. Носи с удовольствием. Друзья, этот костюм я сейчас еду в Калининград, Володя. Там тоже на море прохладно. Я его буду там носить. И сразу весной уже буду в Якутии одевать. Да, кстати, хотела сказать, Спасибо. что наши костюмы очень хорошо подходят на рыбалку в море. То есть они штормовые костюмы. Потому что везде есть, да, заметили, вот высокий воротник, мембрана, которая 18 тысяч, это как бы отличный показатель, чтобы выдержать сильные порывы ветра, вот эти брызги, да. Вот. Так что для морской рыбалки, пожалуйста, не только у нас, с берега. Так, ну что еще здесь? Это все сырь. Ну и софтшелл, конечно же, софтшелл, разные вот такие вот поддевочки, про которые мы часто рассказываем, нужно применять. Это Хантер называется, толстовки Хантер. Чем они хороши? Во-первых, тут есть маска встроенная. Вот, очень удобная штука для охотников. Вот. Спинка заниженная, такой вот пингвинчик. Вот, удлиненная. И они выполнены в 3 расцветках. Это Форест, вот который я держу, Саванна и однотонный. Однотонный будет выглядеть вот так вот, и однотонный. То есть 3 камуфляжа. Камуфляж, я еще раз говорю, в компании ХСН разрабатывала сама. То есть это все эксклюзивно. Вот. И, конечно же, ну и вот такие у нас есть костюмчики, их используют как поддевку. И так же, как костюм носят, пожалуйста, летом. Вот такой обычный костюмчик. Вот. Как термобелье, поддевка, как еще раз говорю, костюм летом, тоже во многих камуфляжах используется. В некоторых камуфляжах. Ну что еще? Вот такая, вот, кстати, классная куртка. У тебя нет такой курточки? Вот у Володи есть вот такая куртка, у меня чуть другая. Другая, да? Не Шаман, а у меня ХСН. Да? ХСН. ХСН тоже. Ну, эта куртка реверсивная, то есть двухсторонняя куртка. Внутренняя сторона можно перевернуть. И другой цвет. Вот она, да, оранжевая. И она очень это для теплая. охоты. Да, для охоты. Да. И она очень теплая. Можно как поддевку использовать, можно как куртку использовать. Чем хорош флис? Тем, что он абсолютно бесшумный. Вот, пожалуйста, у нас даже, знаешь, флисовые костюмы носят зимой. Надевают под низ какие-то пуховые вещи, да, пуховички, и наверх флис. То есть тепло, абсолютно бесшумно, комфортно, такие, знаешь, плюшевые костюмчики. Вот, это у нас вот такая курточка в серии Шаман, называется Элит, реверсивная. В 2 расцветках она, коричневая и оливковая. Вот такая вот. Ну что, давай доберемся еще. Много, да, получается? Ну, может, вырежете, да. Ага. Так, сейчас, знаете, что? Быстренько скажу, что мы обновили линейку Softshell. И компания ХСН на выставку привезла такую большую линейку костюмов из софтшелла. Вот, пока мы только презентуем серию, пока мы не запускали. Вот, софтшелл вот с такого камуфляжа. И хотела бы обратить внимание вот на этот костюм. Так, вот это пока я уберу. Вот. Наверное, все уже знакомы с нашим самым популярным костюмом, с нашим топчиком, я его так называю. Это костюм Сапсан. Это костюм из софтшелла с мембраной. Ребят, мы его проклеиваем изнутри, потому что вы, наверное, видели на рынке очень много предложений, где там, не знаю, одна курточка стоит, ну, больших денег, из мембраны, все классно, но раскрываете куртку и видите, что, ну, швы не проклеены.
Здесь же вот каждый шов проклеен. Как я говорила, то, что компания ХСН каждый шов мембранных изделий проклеивает. То есть это отличная влагозащита, это влагозащитный костюм. Брюки здесь не полукомбинезон, здесь просто брюки и курточка. Для просто в городе, на рыбалку, на охоту, универсальный костюм. Вот. И мы создали на его базе новый костюм Сапсан, но уже подешевле. Он уже не проклеенный. Вот хотите подешевле, хотите, ну, тогда он, к сожалению, будет в ливень, он не выдержит, потому что мы его, видите, швы не проклеили. Но костюм получился классный, костюм получился недорогой, потому что ткань-то основная, она все-таки мембранная и будет вас защищать от дождя. Недолго, но будет защищать. Вот такие объемные карманы. И у этого костюма, да, Сапсана нового, здесь нет. Мы в некоторых моделях, я не буду все, их много, мы просто поменяли конфигурацию, где-то добавили спинку, где-то нету спинки. Карманы тоже мы поменяли, разный камуфляж, какие-то проклеенные будут костюмы, какие-то нет, софт-шелл. И будет, конечно же, складываться цена. И покупатель уже из всего этого ассортимента выберет то, что ему нужно. Дальше. Ну и, конечно же, наша обувь. Линейка обувная у нас очень большая. То есть у нас есть и для с галошами, например, да, вот такие вот модели, низкие, высокие. И охотники, и рыбаки ее используют. Есть полностью из галошин, полностью она у нас есть непромокаемая. Вот такая вот серия. Это тундра, кстати. Это утепленный. Мы используем здесь утеплитель Хитлер изнутри. Это такая демисезонная зимняя модель. Ну, зима европейская. Сильный мороз там, ну, до минуса 15, мы вот так говорим. Будет хорошо, комфортно. Обувь. Вот, например, город. Почему бы и нет в городе пройтись в таких ботинках? Чем они хороши? Во-первых, нубук идет гидрофобный. Здесь пропитка, которая отталкивает воду. Внутри они демисезонные, они не зимние. Вот эта вот модель. Вот. То есть на осень, на весну, на холодное лето будет идеальная модель, когда будет слякоть, ну, такая неприятная такая погода, вам будет очень хорошо, комфортно. Вот такая же модель есть, но повыше. Вот уже такая более охотничья модель. Ну, все, наверное, рассказала про эти вещи. Так, и ну, вот тоже новиночка наша, вот такого цвета, светлые. Дальше что еще могу показать? Такая модель тоже сейчас пользуется спросом. Это летние ратники наши. Вот очень легкая, потрогай, какая легкая. Берцы, да? Да, легкая моделька. Что еще здесь интересного? Ну, наверное, вот сюда еще пройдем. Ну и наша роскошная линейка тубусов рыболовных и чехлов рыболовных. Серия «Шаман» и серия «ХСН». Тубусы под разные размеры, есть даже 1,60 м, то есть очень такие высокие, под ваши все снасти. Есть сумки рыболовные. Серия «Шаман» выполнена из прочной, абсолютно непромокаемой, специальной пропиткой, влагозащитной пропиткой. Вот. Здесь уже идут посерьезнее стропы, то есть тубусы и чехлы от серии «Шаман», они такие, ну, более долговечные, мы бы так сказали. Вот рюкзаки у нас появились, новинка. Вот, ну, да, что еще? Для зимних удилищ такие чехлы. Вот, сумка. Хотела бы показать, вот, допустим, поясная сумка. Такое очень интересное решение. Сюда можно положить вашу удочку. Вот она вот так вот полностью помещается. И да, вот там можно положить. Есть ручка, она там в комплекте. Ручка надеть на плечо и носить. Можно использовать как поясную сумку. Как раз это все дело, оно вот застегивается, все это прячется. Очень удобное. Есть, видишь,
Вот, пожалуйста, ты рыбачишь, можешь сюда поставить с катушкой удочку и дальше вот рыбачить, чтобы не мешало. Ну, вот такая вот сумочка поясная, очень удобная. Ну что, наверное, я все самое важное рассказала. Так у нас ассортимент просто огромный. Я могу тут часами про все рассказывать, эфира не хватит. Спасибо вам огромное. У меня вот много из вашей обуви есть. Вот такие вот ботинки я вижу. Они у меня уже не первый год. Я, кстати, вот сейчас с ними еду в Калининград. Сейчас у них как раз сезон, вот такие вот. Потом вот Руслан мне присылал вот там вот зимние стоят. Вот такие. Я их лично испробовал. Вот, Ага. Вот такие мощные. Да. У нас их называют луноходы. Да. И вот, Да. вот этот вот Чулок идет, войлочный чулок. Очень хорошо. Ну, нынче минус 50 я походил нормально. Ну, если вы хотите, чтобы все-таки была обувь теплая, на минус 50, она не будет у вас супер красиво выглядеть, поэтому здесь самое главное – это комфорт, чтобы вам было тепло. Поэтому здесь у нас, видите, подошва какая, да? Она ТЭП, она термоустойчивая подошва, полностью как бы она не замораживается. Она, кстати, даже минус 50, я не знаю, может, обратил внимание, она будет у вас мягкая, то есть она будет удобно будет ходить. Да, защита, натуральная кожа. Вот. Ну и волчный чулок можно достать, его можно просушить, постирать. Поэтому они в уходе очень даже удобные. Ну и вообще по костюмам, по вашим, я уже давно ношу костюмы этой фирмы. Поэтому, друзья, охотники, рыбаки, рекомендую. Давайте, это все-таки наш отечественный производитель. И они не стоят на одном месте, как-то развиваются, что-то делают, создают для нас. Поэтому, друзья, рекомендую, Белая Рыбалка рекомендую, больше сказать нечего. И желаю вам, спасибо, что пригласили, желаю вам дальнейшего развития, процветания. Спасибо вашему руководству, спасибо Руслану за предоставление ваших костюмов. Вот. Ну и все, желаю вам удачи. Спасибо вам, что зашли на наш стенд, посетили нас. Мне очень приятно.